Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Лагулов Антон Олегович. Я являюсь председателем цикловой комиссии преподавателей специальных дисциплин и физической культуры колледжа БГПУ имени Акмуллы. И сегодня я познакомлю вас с программой вступительных испытаний специальности физическая культура. Хочу напомнить, что вступительные испытания проходят в очной форме по адресу город Уфа, Белякова, 25. Виды экзамена вы видите на экране. То есть первое – это бег на 500 метров для девушек и 1000 метров для юношей. Прыжок в длину с места, как для девушек, так и для юношей. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу на количество раз. Это испытание для девушек. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Это тест на гибкость, так называемый. Он проводится и для юношей, и для девушек. Подтягивание перекладин для юношей и упражнения со скакалкой для юношей и для девушек. Хочу заметить, что по итогам сдачи нормативов вы набираете баллы. То есть для того, чтобы пройти испытание, минимальный порог 70 баллов, максимальное количество баллов 100. Сейчас давайте пройдемся по нормативам и начнем с юношей. То есть вы видите бег на 1000 метров, определенное время, за определенное время вы набираете определенные баллы. То есть по каждому из упражнений, которые вы сдаете, вы набираете балл. Эти баллы в итоге по всем вот этим 5 упражнениям суммируются, и мы смотрим, набираете вы проходной балл или нет. Просьба с упражнениями, тестами ознакомливаться заранее. Теперь посмотрим для девушек. То есть всю необходимую информацию вы также потом сможете просмотреть на сайте. Напоминаю, что форма сдачи у нас очная. Для проведения вступительных испытаний формируется группа абитуриентов. Проведение вступительного испытания по общефизической подготовке организуется следующим образом. Абитуриенту необходимо прибыть на место проведения экзамена за 30 минут до его начала с экзаменационным листом и документом, удостоверяющим личность. То есть вам нужно будет взять с собой паспорт. Предъявить эти документы нужно будет председателю комиссии. При себе необходимо иметь обязательно спортивную форму, то есть спортивную обувь, спортивные вещи, можно будет переодеться. Раздевалки имеются. Далее вы заполняете список и уже по очереди начинаете проходить испытания. Результаты записываются в протокол, и потом, как я еще раз говорил, суммируются баллы, и все это отображается в экзаменационном листе. Пересдача нормативов по ОФП при неудовлетворительной оценке или с целью улучшения отметки не допускается. Что касается расписаний. Расписание вступительных испытаний вы можете посмотреть на сайте приемной комиссии. Заходите на сайт, находите вкладку, которая вам нужна. Здесь она отображена на презентации. И там уже будут показаны результаты, точнее расписание самих тестов. Прошу обратить внимание на дату сдачи экзамена. То есть экзамены у вас будет сдаваться 14 августа в 10 часов утра. Резервный день это 16 августа в 10 часов утра. Перед этим 11 августа будет проходить очная консультация по адресу город Уфа, Белякова, 25. То есть в самом колледже. У колледжа имеется спортивная площадка. Консультация будет проходить либо на спортивной площадке, либо в спортивном зале. На консультацию вы можете приходить сами, то есть абитуриенты, можете приходить с родителями. На сдачу экзаменов просьба появляться только абитуриентам. Если вы, допустим, по той или иной причине не смогли прийти на консультацию, вам надо прийти, значит, в день экзамена. Если вы не смогли прийти 14 августа в день экзамена, для вас существует резервный день. Это 16 августа, то есть это крайний срок, когда вы можете подойти и сдать вступительные нормативы. То есть после 16 августа, естественно, уже вступительные экзамены вы сдать не сможете. Также убедительная просьба к вступительным экзаменам всегда ориентироваться по погоде и брать с собой спортивную форму. То есть, если вы видите, что на улице плохая погода, пасмурно, экзамены будут проходить в зале,
надо, естественно, быть к этому готовыми. Если на улице очень солнечно и жаркая погода, необходимо взять с собой головные уборы. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? То есть вся сама программа вступительных испытаний также размещена на сайте. То есть вы видите на вкладке, вы открываете специальность и видите программу вступительных испытаний. То есть вы переходите по вкладке и изучаете те нормативы, которые вам надо будет сдать. То есть вы имеете возможность к ним подготовиться, посмотреть, что, как вообще, где-то подтянуть, так скажем, где-то что, в чем у вас проблемы. Прыжок в длину с места. Давайте теперь коротко расскажу про тесты. То есть как он сдается. На выполнение данного теста дается 2 попытки. Тест проводится в спортивном зале. По команде экзаменатора абитуриент становится к линии и выполняет прыжок. После выполнения первой попытки сразу выполняется вторая попытка. Результат определяется по месту приземления по последней точке. То есть если в момент приземления абитуриента оступается назад или опирается назад на руки, то фиксируется это касание. Если в момент прыжка абитуриент наступает на линию старта, то результат не засчитывается. Естественно, мы дадим чистых 2 попытки, то есть и лучшую попытку мы будем записывать в протокол. Сгибание рук лежа. Это для девушек. Для данного теста дается всего 1 попытка. Сгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения, упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища. Плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы опираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием специальных приспособлений, то есть электронных контактных платформ. Сразу хочу сказать, что в этом тесте это отжимание, как вы уже поняли. Здесь не допускается отжимание, так скажем, с колен. Надеюсь, вы это запомните. То есть отжимаетесь вы как положено. Это относится только к девушкам. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Это вступительное испытание сдают как и девушки, так и юноши. На выполнение данного теста дается всего лишь 1 попытка. То есть что вы делаете? Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется из исходного положения, стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног разведены и расположены параллельно на ширине 10-15 см. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком минус, ниже и знаком плюс. Далее переходим. Бег на 500 и 1000 метров. Бег на дистанции 500 метров, еще раз повторюсь, у нас сдают девушки, 1000 метров у нас сдают юноши. И в той дистанции мы бежим с высокого старта. По команде внимание, абитуриенты подходят к линии старта, по команде марш, начало бега. То есть дистанция для девушек 500 метров, для юношей 1000 метров. Испытание проводится, естественно, на время. Здесь также дается 1 попытка. То есть перебежать вам никто не даст. За исключением того, если вдруг произошла какая-то непредвиденная ситуация, и вы сошли с дистанции по причине того, что оступились или упали и так далее. Подтягивание на перекладине. Это тест исключительно для юношей. Каждый цикл подтягивания на высокой перекладине состоит из виса на вытянутых руках, хватом сверху. То есть это будет исходное положение. Подъем виса на согнутых руках и опускание. Голова держится прямо, ноги вытянуты, носки оттянуты. Упражнение выполняется из положения вис хватом сверху, не касаясь ногами пола, сгибая руки и подтягиваясь. Нужно подбородком перейти линию перекладины. Во время подтягивания не допускается движение ногами и туловищем, облегчающее выполнение упражнений. То есть во время подтягивания нельзя будет очень сильно раскачиваться, так скажем, простыми словами. Упражнение со скакалкой. Данное упражнение со скакалкой выполняют и юноши, и девушки. То есть это на количество раз, время 30 секунд. То есть вам надо будет за 30 секунд напрыгать максимальное количество раз. То есть если вы запнулись, вы продолжаете прыгать дальше. То есть секундомер запущен, у вас есть 30 секунд, вы продолжаете прыгать на скакалке, несмотря на то, что даже если вы запнулись, вы должны дальше продолжить движение. То есть останавливаться и бросать скакалку не надо.
Теперь, что касается контактной информации. На экране видите контактную информацию, это моя контактная информация. Повторю еще раз, меня зовут Балаглов Антон Олегович. Здесь представлен мой личный номер, по которому вы можете обращаться и писать в WhatsApp. Также есть рабочая почта. Если есть какие-то у вас вопросы, касаемые вступительных испытаний, вы можете написать мне. Убедительная просьба не писать большие сообщения, а писать только по делу. И лучше писать, конечно, в WhatsApp. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу сдачи документов и относительно приемной комиссии, то есть указан номер, указана ссылка на сайт, вы переходите, либо созваниваетесь и задаете все нужные вам вопросы. Вопросы, касаемые по подаче документов и так далее, мне задавать не нужно. Я могу вам ответить вопросы, дать консультацию только по поводу вступительных испытаний. Убедительная просьба еще раз ознакомиться с испытаниями, ознакомиться со временем сдачи. То есть у вас 11 августа это консультация, 14 это основной день сдачи, 16 это резервный день. Также, что касается вступительных испытаний, если вы не знаете, как выполняется то или иное упражнение, вы можете посмотреть это на YouTube, чтобы потом не было каких-либо спорных моментов. Все упражнения описаны довольно четко и точно, поэтому я думаю, что вопросов возникнуть у вас не должно. Что касается самой консультации, ее вы уже сможете увидеть на сайте, просмотреть презентацию и далее уже задать, какие нужны вам вопросы. Я думаю, на этом мы можем закончить. Спасибо вам за внимание и надеюсь, что многие из вас скоро пополнят ряды нашего колледжа. Спасибо за внимание. До свидания.